время чудес и новых впечатлений. Можно совершить небольшое путешествие во времени и посмотреть, как жили чувашские крестьяне позапрошлого века и поучаствовать в традиционном празднике Сурхури. Именно такая уникальная возможность представилась чебоксарским школьникам в деревне Верхние Очаки Ядринского района. Произошло это в рамках проекта Союза женщин Чувашии в гостях у Азане и Азате, то есть у бабушки с дедушкой, который реализуется на средства фонда президентских грантов и Минэкономразвития Чувашии. Проект называется «В гостях у Азате Азане», у дедушки и бабушки. И по этому проекту проходил праздник Молозева. По-другому, даже если дословно переводить с чувашского, это Энелри, это коровья благодать. Приехали несколько классов чебоксарской школы. А вот сегодня у нас самый веселый праздник чувашский – это Сурхури. Потому что у чуваш Новый год не встречали до революции. У них самый главный праздник был Сурхури, Рождество. И этот праздник сегодня, на праздник приехали чебоксарские школьники опять. И здесь встретили наши очакские дети и музейные работники, которые показывают вот этот праздник именно по всем традициям чувашским. Как раньше проводили этот праздник. Это и гадание, это они пробуют здесь и называют чумыри. Это масло и орех называется. Это пекли специально дома масло из муки. На этот раз гостями музея стали учащиеся и родители столичной школы номер 59. Ребята попали в водоворот чувашской песни и обрядовых действий. Перед ними, как в старину, разворачивались события, которые были привычны для любой чувашской деревни. Это был старинный праздник Сурхури. В старину год для чуваши начинался именно с него. Во время Сурхури устраивали новогодние гадания, пели песни, танцевали, играли. Дети и взрослые прониклись атмосферой праздника. Именно так обеспечивается нерушимая связь поколений. Сурхури сыбындыр, пудекне тузақтыдыр. Муджи, перегрдетне. Кыртмезесін каятпыр. Кирдет ангайыр. Кинемей, пере кугыль бар. Парадныйде помасны. Кугыль барсан займаспыр. Парад, ангайыр. Кроме того, ребята узнали, как жили наши предки. Крупу мололи с помощью ручной мельницы. А такие предметы, как коромысло, ухват, прялка и двуручная пила, многие городские дети до этого даже не видели. А то у меня печкой. Я уже привыкла. Сильнее, на себя сильнее. Такой насыщенный день понравился детям и взрослым. Ведь так интересно перенестись на 2 столетия назад. До всего можно было дотронуться. Ну, вообще, в первую очередь, конечно, хочется сказать и выразить слова благодарности Союзу женщин Чувашии и Ядринскому музею за эту возможность вообще приехать сегодня, посетить этот музей и воочию своими глазами увидеть действительно, как жили крестьяне долгое время назад. Потому что мы сейчас, купаясь в благах цивилизации, многих, конечно, сложностей просто не понимаем. А увидеть своими глазами, и дети успели попробовать, как это молотить, колотить, пилить и так далее. Это, конечно, просто потрясающие эмоции. Я думаю, дети просто в большом восторге, и мы очень рады, что здесь побывали. Мне очень понравилось все это узнать. Все было интересно. Хочется еще более узнать, как жили крестьяне. Мне понравилось очень тут. Я бы хотела приехать еще раз сюда. Мне понравилось кататься на санках, слушать, как поют они песни. А еще всех гостей ждали сладости, приготовленные по традиционным рецептам. Такие впечатления от грантовых мероприятий и есть главный результат для представителей Союза женщин Чувашии. Проект «В гостях у бабушки и дедушки» рассчитан как раз на то, чтобы сохранить и передать чувашские национальные и культурные традиции от матери к дочери, от отца к сыну. Елена Яковлева, Ольга Гурьянова, Юрий Гурьянов. Жизнь столицы.